замечательный человек живет. Сураев Анатолий Владимирович, мастер спорта, СССР по борьбе, по вольной. В твоем возрасте я у него начинал тренироваться по борьбе. И вот он, когда еще тоже в твоем возрасте был, он учился в школе села Андреевка, откуда он родом, Большеигнатский район, своей бабушки, моей мамы, Мединовой Клавдии Федоровны. Вот к этому замечательному человеку мы приехали. Вот он сам. Мы уже тут начали потихонечку. Здорово, земля! Вот. Здорово, Анатолий! Это сам? Да, Павел Анатолий Владимирович. Я у него тренировался. Ну, месяца 3, что ли, мы с друзьями пришли. В твоем возрасте решили, что надо вот бойцовские качества у себя развить. Ну, там, может быть, какие-то во дворе стычки начались, драки иной раз случались. Вот. И пошли всей кучей. Мы жили на Светихстрое, приехали во дворец спорта. Самый лучший спортивный зал тогда в Саранске. В те годы, это когда, наверное, год, наверное, 75-й, что ли, вот 76-й. То есть где-то вот класс 6, наверное. Как раз как ты. Приехали записываться в бокс. Вот. И первую тренировку, значит, там выяснилось, что надо вот прыгать. А у меня голеностоп правый травмирован. Что-то у меня ножка, она как бы не выдержала вот этих прыжков всевозможных. Я решил, что в борьбе прыгать не надо. Как раз наоборот. И решил пойти в борьбу. А друзья мои, Сергей Панов, Слава Семенов, Виталий Шибанов, они остались в боксе. Вот. И когда я на следующую тренировку через день, что ли, через 2 пришел бороться, вот, бокс тогда был на 2-м этаже, а борьба на 3-м. Вот, и попал к тренеру Сураеву Анатолию Владимировичу. Он, значит, когда записывал, спросил фамилию Мигунов. А, ну ты, наверное, вот Игнатовский. Говорю, ну да, так и так вот. И папа у меня со Старых Селищ, и мама. Он говорит, а я вот с Андреевки, с Большеигнатского района. И потом выяснилось, что он пацаном еще учился, когда в Андреевке моя мама, твоя бабушка, вот, она, наверное, тогда еще своей девичьей фамилией была, Приставкина. Вот, она у него преподавала русский язык и литературу. Вот так мы познакомились. И месяца 3 или 4 прозанимался я у него борьбой. Занимался там, ну, парочку приемов. Ну, в основном, наверное, больше бросок через бедро освоил. Вот. И наступила зима, снега много выпало. Вот и я решил, что нам нашей компашкой надо проверить смелость. Смелость. А как проверить? Давайте прыгнем этажа это с 3-го в сугроб, в снег. Ну, пошли на стройку. Тогда на окраине, ну, было 2 микрорайона на Светихстрое. И вот окраина начала застраиваться дальше. Выбрали подходящее место с хорошим сугробом и на 3-й этаж. Забрались. Тогда помню, кто там еще? Олег Богомолов с нами был. Ну, он не спортивный, конечно, мальчишка-то. Но еще там был. Кто, наверное, вот вышеперечисленные. Так, все потихонечку прыгнули. А Олежка, значит, он самый маленький был, что-то никак упирается, боюсь. Я уж его тут пинками прямо заставил прыгнуть, но все равно удачно он приземлился. Ну, все, я остался последний. Я не боялся никогда. Прыгнул и подвернул свою больную ногу. Все в растяжении. Вся куча меня на руки, значит, подхватила домой, в больницу, гипс. Вот. Ну и на этом, как бы, моя вот борцовская карьера на тот момент закончилась. Потому что врачи мне сказали, что с моей ногой никакой борьбой, ничем кроме плавания заниматься нельзя. Вот. Я потом еще годика 2 плавал. Ну, вот такая была история знакомства вот с этим замечательным человеком, мастером спорта Советского Союза по вольной борьбе. Бабушка и моя мама. Он какое-то время работал тренером, потом были 6-й, 7-й класс в Андреевской школе. Вот про это. Высокая женщина была. Ну, много он рассказывает сейчас сам об этом. Боялись мы от них. Уважали. Она Приставкина, что ли? Ну, Приставкина, наверное, тогда еще была, потому что Приставкина по девичьей фамилии Приставкина. Да, совершенно верно. Она меня учила. И вот в то время, вы вот когда в этом совсем юном возрасте, в Андреевке, я так понял, вот были вот, ну, такие вот массовые, не сказать, что драки, они вот, ну, конец на конец, да?
Да, улица Было на так, улице. улица на улицу. Вот расскажите, вот это вот, как это происходило? Ведь ну не каждый же день. Да не, ну, погулянка у нас, там, Михайлов, где-то вот, как эти Ну, праздники. праздники. Религиозные, престольные. Религиозные праздники. Как-то люди соберутся Ага, гулять, и тут, значит, вроде ага. как подраться надо. Конец это конец, а мы внизу жили, а там, наверное, что-то. Но мне как-то удавалось всех бить. Но били только так. Стукнул, упал, все сапы. Понимаешь? Если лежачего не ногами бить. уже нельзя. Ну, понятно, упал. Ага. А, Один на один никто не. Вот Семенов, Коля, мой друг, ты знаешь, наверное, там еще в Игнатовиче, кем-то, я не знаю. ну и вот, значит, какой-то праздник, вот вы говорите, Михайлов день или Петров день, например, да? Ну, до Троицы. Троица. Да. Вот, и собирают, значит, конец на конец, да? Кто-то, Да. кто-то всегда зачинщик. Улицы, да. Кто-то зачинщик ведь бывает. Ну, вот зачинщик, ага, придирается. Я иду один на двоих, на троих иду. А на один со мной никто это. Побаивались. Побаивались. Ну, остальные-то в этот момент что делают? Ведь это же, так сказать, один конец на другой, это куча народу с одной стороны и с Да. другой. Как вот они вместе все вступают в драку? Или по очереди? Как это происходит? Ну, получше, драк. Ну, драк подерешься там, все. Сейчас никак, сейчас вот дерешься. Подерешься, сразу родители там, братья, а у нас много, нас боялись еще. Мы уже 5 братьев у нас. Я последний. 5 все, братьев? Все здоровше меня. Все здоровше меня. Вот я сам увел, остальные за 100 килограмм. После вот у меня Юрка, полковник, Андреевский, рожденный Андреевский, Угу. тоже мастер спорта. Знаешь, что это? Не нет? знаю, как же. Юрку. Ну, он до последнего в пожарке работал, да, по-моему? Пожарки, что ли? Ну, на Химаше. Ну, я его встречаю иногда. Он ходит, Высокий я такой. помню его в лицо. Так, Высокий. мы не знакомы, да. Ну, Что личность-то не знакома. тоже. Ну и вот как кулаки, так сказать, ну, в борьбу это переходило. Ну, борьба, в первую очередь борьба. Свалишь, стукнешь, все, сад ты встаешь. Там вот, там дальше надо пинать, чего не Не, ну понятно. То есть надо повалить. валить. Валю. Кулаками, так сказать, отлупить, Да, бросок сделать. сперва так получится кулаками, а Так. нет так. Взял захват. Под изловчился. сапильгах или там. То есть подножку ставили, да? Да, подножка. Ну, поделиться, бедро, что ли там. У меня выходило. И с этого вот у меня бедро коронка. Так и пошло. Ну И вот. эта коронка у меня от бедра у меня. Я понимаешь, сейчас скажешь, вот коронка. Да нет, как Олимпийский. есть. Я у олимпийских чемпионов, вот Бакурин мог подтвердить. Олимпийский чемпион. Алексеев я выиграл. Жамалдинова выиграл в Казани. Двукратный олимпийский чемпион. В Казани выиграл. А после Спартакиада России назывался. Ага. Выиграл у него чисто, кстати, с обвивом с бедра. Ага. Выиграл, чисто положил. И после в Махачкале, в Дагестане, соревнования на центре стадиона Динамо, помню, тоже на 4 коврах боролись. Я опять с ним 82 килограмма, опять он со мной. Я опять там же, меня чуть там не убили дагестанцам. Ты что, олимпийского чемпиона положить, Мардин какой-то, блядь. Ну и чем же дело А закончилось? что, ничего, выиграл, поцеловались и все. Ну, встречались в других соревнованиях постоянно. Ну понятно. Ну, Ну, хорошо выходил. вот получается, что вот это Если вот... Кокорин чуть-чуть мозгами вот работал, на другие города меня брали. Отдал бы меня. Или на сбор там посылал. Жрать-то не было ничего. Ничего. Вот 8 человек, 8 детей на всего. Вот. Жрать ничего. Голодные. Технику, все сыты. Ну что, ладно, хлеб.
соль был бесплатный в столовой. Вот получилось так, что вы потом после 6 или 7 класса, года 2, вы провели вот в Саранском интернате, Да, да? да. И потом поступили в Ичалковский техникум. Да, И там вот как раз вот секция Владимира Александровича Кокурина, вот вы там да. Я начали начал, уже азы вот профессиональной борьбы. профессиональную борьбу. Да. Там вольная борьба же у него была. Вольно, да. Техникум 2 года. Вот уже 4. года, да? Но это промежуток такой серьезный. Там вы уже силу такую Да. должны были набрать. И уже Набрал сил. Пак- Да я Россию выиграл. Россию там, выиграл, да? я Пак- и там вышалка была сына. Я выиграл. Уже по Я не мужикам? хвалюсь, да. И по юношам, и по мужикам уже начали соревнования. То есть, ну, если вы Россию выиграли, значит там и мастер спорта вам Да. присвоили. Присвоил. Я, мне кажется, я уже в армию пошел мастером спорта, ВДВ. Меня призвали в ВДВ. После технаря. Да. Не, после агронома работал, уже агронома работал. После Призвали. повестки призвали, и меня отобрали в ВДВ. То есть получается, что вы технарь закончили, Да, скорее всего уже со званием мастера спорта, да, и распределили вас работать в Игнатский район. да. Кем? Вторым агрономом Района. 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 Вторым агрономом района. Зам Зубова. Хрестин был начальник управления. Иванов был первым секретарем. Но меня не пускали оттуда. Но это был примерно какой год? Это 6. Ну, 60-е годы, да, наверное? Да, 60. 60-е годы, начало. И вот в то время еще... Я в 70-м, 68-м призвали вроде. Ну, меня, то есть еще до того. Значит, где-то 63-64 год, да? Мгм. И в этот момент еще в Игнатовском лесу вот в мае проводили маевки. Маевки, Маевки, да. то есть народные гуляния. И там все время была борьба. Борьба была, Борьба. да. И кто там боролся? Ну, лидеры такие вот, скажем, села какой-то Ну, есть. А пацаны просто так, маленькие там побольше боролись? И боролись. Ага. Ну, пацаны, начали всегда с этим. А какой возраст примерно самые маленькие принимали участие? Школьник. Какие? Ну, 3-й, 4-й класс, 5-й, может быть. Может, 5-й уже, да. 5-й уже боролись, да? То есть кто-то ведь там выбирал их поединщиков или как попало? Ну, Кто с кем я захочет? с Отчамжиной, я вот организатору, я найду, там пацаны, вижу, морда там что-то смелый. Позлее, пацан, да? Да, Ага. позлее, ага, давай, тон карбат, приказываешь ему. А, пелен, ну, борюся сама. А борюся, ну, еще. Кедзать и все. То есть вы там как-то даже не Да. только подбадривали, но и подсказывали, как, Да, да, как да. прием, да? Да. Не бойся, говорю, давай. Вот, и вот так. Потом постарше, да? Да, постарше. Ну и вот с точки зрения уже профессионального борца, на что эта борьба была похожа? Вольная, греко-римская, там, может быть, самбо, там, или не знаю какой. Как, к какому стилю ближе боролись на этой поляне Игнатовской? Народно просто народно. Народной борьбы. Народно. За ноги можно было брать руками? Все. То есть Да, захваты так ныряли, так же ноги в ныряли. ноги проходили. Проходили. Захват за голову брали. Брали, захватывали. Ну, все же. А вот как выходили борцы, одетые, не одетые? Да не. Или кто как хочет? Кто как хочет, кто-то одетый. То есть если Я кто-то... вот приезжал, туда приходил, ну, вроде, главного агронома, как его. Я уже приходил туда, в галстуке, руководить. Ага. галстуки, То все. есть уже сам... Ага, бороться. Ну как, берешь там гнуферона, там брат, сестра, там кто-то есть знакомый, снимаешь рубашку, галстук и выходишь. Фигура у меня нормально была все времена. Ну а кто-то выходил, не раздеваясь, там, допустим, какой-то. Не. Как правило, раздевались. Или так, и в костюме боролись, просто так. Ну а вот если кто в одежде выходил, того можно было вот взять Да. за захват, Да, можно. допустим, Пожалуйста, за куртку, шиворот как там, или самбо, за да, отворот? Все, То есть можно было, да? За пояс, ну как положено. А пояс завязывали какой-нибудь, чем-нибудь? Ремень. Как Ремень. да. Ну, понятно, то есть за ремень.
Ну, это кто не понимал. А кто Да. вы уж боролись, вы Да. понимали, что Да. разденешься, тебя Да. тяжелее захватить. Конечно, Правильно? для меня уже, Это существенно. конечно, я уж старался, ты что. Если пояс есть, ты же для меня. Мгм. Это преимущество. Так. Ты Вы ж- же уже тогда Я и уже самбо уже освоили. азы уже понимал я. Но я знаю, что... Ну вот сам расскажите теперь, вот вас с агрономом в армию призвали, Да, призвали в армию. Меня в воздушно-десантные войска. воздушно-десантные войска. Прыгали с парашютом? Сейчас все расскажу. Прыгал я, призвали, нас взяли в Пскове. Я первую привезли нас в Псков. И присягу я принимал в Пскове, в Череке, где родилась Красная Армия. И на реке Великой там. Где родилась Красная Армия, Черека, Псков. Ну, Псков это Черека, а Псков километров 10. И сейчас учебка там, учебка. У нас учебку взяли. Учебный там, на сержанта сразу. Младший командирский состав, учебка. Ну вот там, а ВДВ культивировался борьба самбо. Самбо. Да, культивировался. Ага. Ну я уж. Здесь порядок начал, с Пензы начал, через Пензу нас вывезли. Порядок уже с Пензы я начал. Среди своего призыва. Там же деньги собирал, я говорю, я уж прожженный мужик, я, блядь, вам дам деньги. Ага. Вот Исаев, это директор Горгаза сейчас. Жив и сейчас. Я всех С призывом, да, в вашем призыве да. был. Ага. И как вы выручали? Обижать там начали? Да, обижать, деньги. Ага, а я говорю, блядь, вот да. Как дал, подрался, и после этого до Пскова нас никто, наш вагон, дань не То есть разочек силу показали? Все уже нас, и все. Мордву не трогали? Мордву уже не трогали. Там полно Краснощеков, Красноборск повесился, хороший парень. Кирсан Анатолий, Вардатов живые, я же не болтаю. Главарь банды был век. Вот ты что, Сурай. В армии? В армии, да. Ты что? Призвали там. И там вот секции, ага, там есть наш Яворский какой-то. Кахол, блядь. Они же самолюбивый. А он меньше меня. Вот как вот земляк. Он меньше меня, я еще же 82 килограмма. Тренером считается в части. 11,85 части. Тренером считался, ага. И там соревнования между ротами. Так. Между ротами, ага. И он тренером, ага. Я смотрю, а у меня самолюбие было. Смотрю на него. Пошел прием, он не так показывал. Прием не так. Я как начал там выиграл, роту выиграл, дивизию выиграл, часть выиграл. Как начал там, часть выиграл, меня взяли в сборную воздушно-десантного войска Союза. Проходил Союз в Рязани. Воздушно-десантное училище в Рязани. Присутствие генерала армии Маргела Василия Петровича. Он еще жив тогда был? Жив. Блядь, я имел счастье с ним кушать и здороваться. Ну, все говорили, что... великий человек был. Ага. А он меня награждал за первое место. Как же? Ну, отпуск давал, выгнал, поехал. Месяц. Награждал. И часы с руки снял. Командирские часы в моде были. Часы снял с руки. При всех. И подарил. Настолько вы понравились вот ему, да? Ну да. Ну хорошо, я всего лишь 9 минут, что ли, боролся за все соревнования. Выхожу как-то, выходили приемы и душил всех. И все. И меня, земляк, оставлял, в отпуск сразу дал. Так как у меня уже образование маленькое было, техникум, желание есть, на второй курс сразу.
Рязань, в училище. в училище, на второй курс. Но почему-то не захотелось. Ну, Домой охота. вот сейчас, да, домой охота. Домой Родители. охота. Да. Конечно, вот сейчас вот. Ага, на второй курс. И вам Ушли бы на пенсию генералом. Да. И вам обеспечена сразу работа. Ну тогда в армия-то в почете была. Ага. Что там говорить? Работа, начальник физподготовки тебе сразу Всё правильно. гаджуная, капитанская должность тебе сразу. Капитанская, ну, значит, капитан дадут. И при всех он же Понятно. генерал армии, он главарь банды, так? Ну не зря свои часы подарил-то. Значит, Да, ага, пожалуйста. увидел Желание возможность. есть, вот езжайте в отпуск, Посоветуйтесь. родителям посоветуйте, ну как всегда, авторитет родителей советует. Ничего, сынок, ничего, отец милиционером у меня был. Милиционером? Да, Салтагану работал. Ну, хорошо работал тоже, его почете он был. Его хвалили, он никого не закладывал. Он, получается, не родной отец? Как? Ну, Салтаганов, а Сураев. Нет, Или- с Салтагановым. А, с Салтагановым. Он же Игнатовский Салтаганов. Да, Ага. работал его отец, Славкин отец работал начальник милиции. Пошли в Ичалу. Вот они вместе работали. А Славка им тоже мы вместе бываешь. Ну и сейчас встречаемся много. Он здесь вот сюда приезжает, Дыково он друг. Славка, это как фамилия? Сын. А, сын? Сын Сын Славка, чей? бывший министр внутренних дел. Сын его, Салтаган. Салтаганова? Да. А, то есть вы с ним дружите как-то? Да, дружим, да. Попиваем вот здесь вот у него, у Дыкова. Упивали, вернее. Ну вот и что же там в армии, чем все это В дело армии, вот закончилось? ну, вот закончилось. Вот, всё. Выиграл, все нормально, в отпуск. Один, я, конечно, месяца, если что, через военком там имели право еще продлять отпуск. Ну не решились вы. Нет, отец, да не надо, специальность, у тебя есть специальность, агроном, устройся. Вот агроном в колхозе будешь. Меня не пускала район, не пускал. Меня не пускала район. Я с этого, ну, кадры были нужны, Ну конечно, как же. тем более молодой. Молодой, спортивный, как Да. всем нужен. Ну, Не пускал. Вот я говорю, Ну, вот так и Венезуэла, так и Хрестин, так и Иванов, остались, да? Волков предриком был. Он, нет, ты останешься, ты вырастешь в районе. На самом деле